Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Фестиваль вокально-хорового и традиционно-инструментального исполнительства. Но это связано с тем, что на нашей кафедре несколько отделений. Это отделение этнохудожественного творчества, отделение народного хора и отделение музыкального образования. Вот поэтому этот фестиваль, он как бы соединяет в себе все направления нашей деятельности. Посмотрев и прослушав вообще всех участников, я понял, что уровень мероприятия достаточно высокий. Здесь есть этнографические коллективы, здесь есть народные хоры, и здесь есть четкая градация, есть понимание того, что такое художественная самодеятельность, что такое этнография, поэтому это очень радует. Это частушка, записанная мной в экспедиции. Это одна единственная деревня у нас, удмуртская в Башкортостане, и граничит с Бавлинским районом. Я изучал культуру бавлинских удмуртов. И они всегда были в стороне от основной массы удмуртов. И они, видимо, всегда грустили по своей маленькой родине и периодически приходили в гости. И когда я был в экспедициях, я услышал небольшие отрывки песен и эту песню восстановил. Я подумал, что эта песня имеет право существовать. Куплеты частушек – это частушки деревень Бавлинского района, наиболее распространенные, наиболее душевные. И вот я их соединил в такую единую композицию и радую зрителей этой песни. Хочу сказать огромное спасибо нашим членам жюри,
за отбор таких номеров. Также хочу сказать огромное спасибо нашему председателю жюри Римма Кустабаевна вам, так что, Римма Галеевна, вам. Вы у нас знамениты не только в нашей республике, в нашей России, а в хоровое искусство вывели и в зарубежный опыт. Вам низкий поклон, огромное вам спасибо. После этого конкурса к нам приходят талантливые ребята из разных концов нашей России. Вот у нас учатся много ребят, которые прошли через наш фестиваль из города Чайковский Пермского края, они обучаются на нашем хоровом отделении. Кроме того, обучаются ребята из Октябрьска, Башкортостана, из Октябрьского музыкального колледжа к нам приходят и на этно-направление, и на направление народного хора. Я встретил девушку, полумесяц оброс, на щечке родинка, в глазах любовь. В этом году у нас участвовали ребята из Таджикистана, Туркменистана, у нас члены жюри были из Монголии, из Китая. И кроме того, у нас были участники из таких городов России, как из таких областей России, как Пермский край, Нижегородская область, буквально все республики нашего Поволжья, это Удмуртия, Марий-Эл, Чувашия, Башкортостан. Сегодня мы познакомились с очень многими коллективами, которые приехали и из Московской области, и из Нижнего Новгорода приехали. И вот сейчас в данный момент идет там мастер-класс
по вечеркам, по танцам, по играм. И дети все собрались, ребята, юноши, девушки собрались в этом зале и проводят вот эти игры, учатся друг от друга. Один коллектив знакомится со своими танцами, и мастер-класс проводит у нас обычно наш педагог, один из ведущих педагогов кафедры нашей этнохудожественного творчества. Ходит рубль, ходит два, ходит рубля полтора. Хорошо, теперь свою левую ладонь положили, да, с тыльной стороной ладошки поставили. Да, хорошо, а правую сверху. Ходит рубль, ходит два, ходит рубля полтора. Ходит рубль, ходит два, ходит рубля полтора. На чем стоишь? На мосту, наверное. Говори. На земле. Что пьешь? Смесь коктейля. Это уже интерпретация современная, видите? Ну, там сложный состав. Адаптировал игру старинную под современность, да? Ну, молодец. Так, даже я забуду. Ищи 3 года не мышей, а рубль получается. Все, пока глаза закрыл. Там же пятачок. Поехали все вместе. Ходит рубль, ходит два, ходит рубля полтора. 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 Ходит рубль, ходит два. Мы открываем такие интересные коллективы, которые приезжают с разных концов Российской Федерации, из других республик Поволжья, из родственных. Это очень интересно. И я просто могу сказать, что и в этот раз мы были очень приятно удивлены какими-то очень интересными коллективами. Здесь ведь разные номинации представлены. И народное пение, соло, и ансамблевое хоровое пение, и академическое также соло и ансамбль, и инструментальное. Поэтому вот во всех этих вот разнообразных жанрах были очень интересно. Прям, вот, как говорится, всегда, я уже много лет как бы занимаюсь, являюсь председателем жюри этого фестиваля, конкурса, который проводит Институт культуры. Каждый год открываем какие-то очень интересные коллективы. И в этом году мне очень приятно было среди народных коллективов также очень интересный такой небольшой ансамбль. Был дуэт из города Подольска, Московской области, который работал в жанре наставник и ученик. Это руководитель коллектива Ковтун Елена Вячеславовна. Она пела в дуэте со своей ученицей, молоденькой девочкой, там буквально где-то 12-13-летней. Но это был очень интересный диалог, пение. Именно показали всю красоту, всю вот эту вот какую-то очень такую яркую какую-то смекалку народную, вот все то, что в диалоге вот наших народных исполнителей кроется. И вот это важно показать на сцене, понимаете? Это очень хорошая пропаганда народного искусства была. Ну, а среди академических направлений, конечно, могу сказать, что мне очень порадовали и коллектив, вот трио вокальное из детской музыкальной школы номер 5. Им руководит Галиуллина Эльвира Шафигуловна. Просто очень интересно. Они пели, Гали Ильясова, Казан-вальсы. Во-первых, это тоже, вы знаете, какие-то есть имена наших композиторов, очень популярных, которые уже нет сегодня, к сожалению, в живых. Гали Ильясов был очень замечательный певец и прекрасный композитор. И вот они подняли это произведение, Казан-вальсы Гали Ильясова, так его живо, как-то современно. Вот на сегодняшнем уровне, сегодняшнего дня так исполнили, просто и вокальная школа изумительная. Вот я Эльвире Шафигуловне могу от души сказать огромное спасибо и просто похвалить ее как замечательную педагога. Она является преподавателем нашего Института культуры, кафедры этнохудожественного музыкального творчества и образования. И у нее хорошие здесь студенты, и вот то, что она делает в детской музыкальной школе номер 5, это тоже очень дорогого стоит. И отдельные вокалисты пели, и вот это трио вокальное очень интересное. Но вообще, конечно, кафедра этнохудожественного музыкального творчества и образования делает большое дело, что вот так вот собирает энтузиастов народного пения, народного искусства со всей страны. Вы знаете, это очень дорогого стоит, потому что
все-таки это то, что, к сожалению, как-то вот немножечко незаметно и уходит этот жанр. Мы все-таки меньше видим уже в народе так поющих людей. Если это раньше где-то в сельской местности больше сохранялось, то сейчас даже и в сельской местности где-то мы уже находим какие-то крупицы. Но то, что вот мы сейчас в каких-то детских творческих центрах, в детских музыкальных школах, в вузах, в школах, в училищах, техникумах создаем такие коллективы и все-таки объясняем и прививаем молодежи вот это искусство, развиваем у них любовь к национальному народному творчеству, это, конечно, очень здорово. И в этом фестиваль этот, конечно, хотелось бы пожелать им очень долгой жизни, больших успехов. Ну вот еще хочу сказать, например, фольклорный ансамбль, ну, я о веретенце уже сказала, а еще хочу сказать «Солнечный лучик». Это детская музыкальная школа из Зеленодольска. Они пели, это академический жанр, они пели «Хэппи», произведение Генделя. Но вы знаете, это было так здорово. Замечательное вокальное трио солистов, хор, они вот и аккомпанемент, где были и скрипки, и флейты, и фортепиано. Просто, вы знаете, ну, настоящее такое хорошее ансамблевое, вокально-инструментальное вот такое произведение получилось. Они передали вот колорит, вот ту какую-то атмосферу этой эпохи композитора Генделя, понимаете? Это очень важно, поэтому просто порадовали. И руководитель Хайруддинова Гузалия Искандеровна, руководитель этого коллектива из детской музыкальной школы города Зеленодольска, Татарстана, просто достойна очень высокой оценки этот коллектив. Вот. Очень интересная наша Нурлатский район Татарстана, детская музыкальная школа хор «Камертон», которым руководит Зайдулина Эльвира Равиловна. И очень интересно было исполненное произведение, которое называется «Это музыка». Просто действительно это было хорошее музыкальное. Вот важно, понимаете, чтобы дети не просто звуки исполняли чисто, там, стройно. Вот создается атмосфера вот того настроения, важно именно той музыки, того состояния, которое хотел передать композитор. Вот это было действительно музыка, музыкальное состояние, музыкальное настроение. Sana doğuş görüşün güller üskeni küremsin kürür kuzge haşiber dügül elleni yaratam kürür kuzge haşiber dügül elleni yaratam sana doğuş görüşün güller üskeni küremsin sana doğuş görüşün güller üskeni küremsin. В нашем роду нет певцов, но есть любители пения. Постоянно, когда мы собираемся на выходных, они поют, играют на баяне. Я в детстве певала. Вот, мне понравилось, мы продолжим. Хочу сказать особо о Башкортостане. Очень много всегда участников на всех фестивалях и конкурсах, которые проводит наша кафедра этнохудожественного музыкального творчества и образования. Постоянно много приезжает участников из нашей братской, можно сказать, близкой нам по крови Республики Башкортостан. И сегодня можно будет увидеть очень красивый ансамбль из Башкортостана, который, естественно, у них очень развита игра на музыкальных инструментах. Курай, думбра и тому подобное. Уходят какие-то поколения старшие, и с ними уходят эти традиции, которые им в свое время в устной форме передавали
более старшее поколение. Сейчас другая жизнь, люди слушают телевидение, радио, и вот такого, может быть, тесного устного общения, когда деды отцам, отцы, детям и так далее передавались из поколения в поколение вот эти традиции музыкальные, народные. Но я хочу сказать, что сейчас вот я наблюдаю с большим удовлетворением, что на уровне государственных учреждений, детских творческих центров, детских музыкальных школ открываются такие факультеты. Ну, во-первых, у нас открылись и в наших высших учебных заведениях. У нас и в консерватории Казанской имени Наджиба Жиганова есть сейчас факультет и отделы вот, народной, национальной музыки, где работают очень опытные преподаватели, и, конечно, они учат студентов именно этому народному искусству музыкальному. И в Институте культуры, вот профессором которого я являюсь, с удовольствием могу сказать, что у нас этому большое внимание уделяется. И татарский хор, который пропагандирует и работает над татарским репертуаром народным, и также русский хор, и отдельные солисты, вокалисты. Конечно, вот народному творчеству сейчас в вузах, в школах, в детских, дошкольных даже учреждениях, а уж не говорят детские центры какие-то, очень много внимания уделяется. И слава Богу, что сейчас есть профессионально обученные преподаватели, которые не только обучены, но еще, понимаете, заражены вот этой любовью, интересом. Они уже побывали в экспедициях, они записывали от носителей фольклора вот эту музыку. И действительно, это неподдельная, настоящая, искренняя любовь к этому жанру народному. И слава Богу, что вот эти специалисты есть. Я лично, как музыкант, как слушатель, получил огромное удовольствие. И я думаю, что получили удовольствие и наши все участники фестиваля, которые были слушателями, и те болельщики, которые болели за наших участников. И хотелось бы, чтобы побольше было таких концертов, где вот эта молодежь могла поделиться со зрителями, с аудиторией большой, наиболее такой пространной, широкой, вот своим искусством, своим творчеством. Спасибо огромное. Каравай,